Добрый вечер. В эфире Прайм на телеканале АТР. Ну, не совсем обычный Прайм, а Прайм нашего кажущегося уже бесконечного марафона с ЦАЮ АТР «Голос Крыма» мая будто в эфире. На 8-м году войны и оккупации Крыма нам приходится доказывать собственному правительству, что борьба крымскотатарского народа, в том числе на информационном фронте, на фронте смысловом, имеет значение для нашей страны. И единственная страна в правительстве, которая это не до конца понимает, ну, я понимаю, что она далековато находится от войны, это правительство Украины. Вот. Все остальные правительства так или иначе это понимают, когда начинаешь говорить о том, что такое АТР, что это канал единственный, уникальный, его просто так не соберешь на коленке, да, что это канал с историей, канал с боевым опытом, канал со всем, что только может быть присуще настоящим медиа. Как бы все понимают, и в Европарламенте понимают, и в Евросоюзе понимают, в Литве, Польше, далее по алфавиту до Соединенных Штатов. Вот, но не совсем понимают в одной стране. Правительство, которое далековато от информационной войны, эта страна называется Украина. Я не говорю, что все там далеки от войны, но как-то многие далеки. Но зато привыкли к каким-то аппаратным играм, к каким-то интригам, привыкли разговаривать языком каких-то таких, ну я не знаю, примерно в Византийской империи такая политика закончилась там, я не знаю, года какому-то, 1700 какому-то, но чудом перетекла к нам, и вот пытаются языком каких-то странных ультиматумов, условий, предложений, заискиваний, ищут каких-то себе, я не знаю, там, людей, которые будут перед ними кланяться, бояться их, там, шугаться, что-то еще. Жить как европейцы, ну, категорически некоторые наши чиновники не хотят. Да так мы и не настаиваем. Дайте другим людям жить по-европейски, кто хочет жить по-европейски, да. Вот. И я надеюсь, что этот марафон закончится все-таки, этот стыд Украины на весь мир. В мире знают, кто такие крымские татары, и знают и коллеги наши, и политики, что такое телеканал АТР. Не случайно он упомянут в резолюциях Европарламента и признан во многих странах мира, ну, как и наш народ, коренным народом. Украина признана несколькими организациями, но только в одной стране правительство, которое не так близко знает, кто такие крымские татары, Хырымлы еще не признано коренным народом, название этой страны Украина. Вот. Сюр, конечно. Конечно, сюр, и абсолютно мне не весело все это говорить, и стыдно мне это все говорить. Но приходится, потому что наша профессия говорить правду. В гостях у меня сегодня человек, с которым, наверное, интереснее всего обсуждать все, что связано с Крымом и с нашей борьбой за освобождение Крыма, я имею в виду с государством. Ну, человек начинал вообще с блокады Крыма еще. Это Изет Гданов, первый зам представителя, постоянного представителя президента Автономной Республики Крым. Точка. Да. И твоя каденция, ну не каденция это выборная история, но на твой срок на посту, на этой посаде, он закончился, напомню, когда. Ты же в президентском тоже был. В 19-м году после прихода. После блокады в 16-м, да? В 17-м. После 17 После блокады была блокада представительства, если ты помнишь. Точно, да. Да. Блокада. 40 дней. Да. Вот, и 40 дней, потом поминки, потом нормальные люди пришли. Ну, вот, на самом деле ужасная ситуация была, кто не помнит, там представительство вообще 2 года ничего не делало. Не 2, а 3. 3. Не делало ничего, просто они принципиально ничего не делали, как воры в законе. Они вот прям, мне понравилось это поведение, мы когда туда пришли, они просто тупо закрыли дверь на неделю. И все. Ну, как представьте, поликлиника, дверь закрывается, говорит, госучреждение тут, но вот не хотим мы дверь открывать. Что такое? И это сюр длился 40. Это было еще при Петре Алексеевиче. В итоге все-таки это закончилось тем, что Порошенко поменял. И 2 года вот там с Бабиным и с еще несколькими людьми працевал. Прям там на месте Херсона. Да. Ну и в Киеве открыли офис. Да, но у вас все-таки основная база была тогда Херсон. Ну, Херсон и Киев. Киева вообще тогда не было. В 2017 году мы открыли, у нас было помещение, нам дали помещение в РНБО на Болбочана 8. И мы начали работать, офис у нас был на Болбочана, и служба была международных связей и правовой анализ. Часть службы была здесь, в Киеве.
А Ну, решение налаживали связь. конкретных вопросов уже каких-то ближних к Крыму, близких к Крыму там. Да, да, но в Херсоне на тот момент, если ты помнишь, там же были проблемы и с пересечением линии разграничения, административной линии, и были проблемы с получением документов, там было на самом деле масса Ну, я проблем. просто один раз был у Гданова в кабинете, я вот хочу сказать, да, это просто телефон вот так. Ну, потому что, ну, скажем так, опять, есть такое государство, которое не учитывает всех проблем своих граждан, находящихся на оккупированной территории. Ну, не будем называть название этого государства, но оно хорошо знакомо. Да, и это все приходилось решать часто в ручном режиме, и ночью, и дети там, и какие-то свидетельства о рождении, и той справки нет, и стоит женщина, крымская татарка, там где-то то ли с той, то ли с этой стороны, значит, я не знаю, что делать. И вот Изет все это решал. А удалось что-то решить не в ручном режиме, системно тогда, изменить системную ситуацию за твою каденцию? Ну, в 2017 году, когда мы пришли, мы начали уже решать на тот момент, правда, с ручного режима начали, но потом уже общими усилиями миграционной службы пограничной мы уже наладили, можно сказать, всю работу. И проблем уже как таковых не было не только в Херсонской области, но и в других областях Украины. Мы же все знаем, что граждане Украины из Крыма, вынужденные переселенцы, они расселялись по всей территории материковой Украины. Конечно, большинство было в Киеве, в Херсоне, в Одессе, в Львовской области. И они тоже там сталкивались с проблемами при получении административных услуг. Это, можно сказать, первые были такие проблемы, с которыми мы столкнулись. Как раз без виз тогда был в Украине, и люди поехали за паспортами, а той технической возможности предоставить услугу Херсонской области, как область, которая непосредственно граничит с Крымом и наиболее удобная для наших граждан, не было. Но после этого и государственное предприятие ДП «Документ» открыли там с мощностями по приему граждан. И, в принципе, проблема была уже системно снята. Но там приходилось, конечно же, работать уже совместно с другими государственными структурами. Ну, я просто помню, как при вас, при том руководстве, который пришел после этих бездельников, начало все крутиться там. Ну, много системной работы было там и по вот этой соляной, как воду поставляли соленую русским, да, оккупантам. Прям Пропа. Да, да, ну это же таки много. Историй было масса, просто очень много историй. И я помню, как вы работали, я помню, что, ну, я так сильно не вникал, но я знал, что вы постоянно что-то придумываете, постоянно выходите в эфир, мы будем это делать, это делать, это делать, это делать. Ну, как бы вы пушировали, если так можно сказать, такой глагол английский применить, проблему освобождения Крыма, проблему санкций, воевали с Минрыболовством, или как он там называется, да, за их вот эти договоры по Азовскому морю. Квоты, которые они раздавали незаконно. Да, ну, когда с русскими садились вместе, там по духу, значит, это чуть не съезд тут с русскими устроили вот по Азовскому морю, тут в Киеве, я помню, ты же был тоже с Чубаровым, да, и так далее. Я в комиссии был официально. Да, ну то есть все это происходило, я видел движуху. Вот. И я не могу сказать, что сейчас я ничего не вижу. Там много всяких там постов, и поездок, фотографий, и там построили вот эти, ну, как это называется, на КПВВ, удобные помещения. Да, я там, правда, не был с тех пор, не могу судить ничего. Что-то я тоже вижу, что делается. Но вопрос не про даже нынешнее пока представительство, а про то, почему вас убрали? Просто интересно. Вы что были? Какими-то, я не знаю, врагами партийными? Ты же ни в какой партии не состоял, ничего. Вот, ну, если ты помнишь, Бабин написал заявление, ушел добровольно еще в декабре 18-го, получается. А я, исполняющий обязанности, был представителем президента Украины в Крыму. И, естественно, уже приход новой команды был, я был на посту. И у нас, естественно, были определенные наработки по Крыму, и в основном они были направлены на усиление давления на агрессора, на утяжеление Крыма. Мы в этом направлении уже более эффективно начали работать. Почему? Потому что, как мы уже говорили, первоочередное наше было то, что решить нашим гражданам помочь, чтобы они все-таки здесь понимали, что это их страна. Своим облегчить, конечно, агрессору, наоборот, усложнить. Вот да. Наша, можно сказать, такая вторая фаза была направлена именно на утяжеление Крыма для агрессора. Вот ты помнишь, там и Кутаранская дамба, и механик Погодин корабль арестованный спільно з Службою безпеки и Державной прикордонной службы. И еще были наработки. Они и есть.
эти наработки. Тогда, когда пришла новая команда, когда 95-й квартал переехал в администрацию, я со своей стороны, как исполняющий обязанности представителя президента, естественно, в официальном режиме обращался и пытался выйти на связь, но ответов я не получил, и уже потом непосредственно у меня были рабочие встречи с нынешним керівництвом, можно сказать, с теми людьми, которые сегодня формируют политику не только внутри страны, но и международную политику. И у нас вопрос поднялся по Крыму. Естественно, потому что я представитель президента по Крыму. Конечно, какие-то еще вопросы могут понимать. И тогда я высказал позицию свою и просил политической воли для реализации, опять-таки, не только реализация с моей стороны, как с представителя президента, здесь должна быть командная работа всех структур для утяжеления, для усиления санкционного давления на агрессора. После этого разговора, после того, как я это все озвучил, я не увидел реакции положительной, и я, честно говоря, понял, что совсем это не устраивает новое руководство на тот момент. Они искали, наверное, и другое у них видение было. Они искали, ты увидел, что они человека другого ищут на этот пост, или что? Нет. Или им твои идеи не нужны были? Не нужны были. Им не нужны были не только идеи, не то что мои идеи, а те идеи, которые я озвучил в части усиления давления, у меня была наработанная стратегия деоккупации Крыма. Она у меня прям была в папке. Я ее показал. Я озвучил, что основана она на санкционном давлении. Агрессор не поймет никаких, он не сядет за стол переговоров, пока его не заставить. Конечно, да. Пока его не заставить это сделать. Слов тут мало, прямо скажем. Так вот, после этой встречи я понял, что я там работать не буду. А какие меры ты предлагал? Или это секрет до сих пор? И вошли ли они в стратегию деоккупации Крыма, которую сейчас, вот видишь, как у нас правительство, президент взялись за крымскую платформу, за продвижение темы Крыма на международной арене. Вот стратегия целых 17 страниц. Я не иронизирую. Я, кстати, не знаю, много это или мало. На мой взгляд, мало, но, может, это только часть, такая верхняя вершина этого айсберга, а там такое дерево планов и по разделам и так далее. Я доскажу сейчас эту ситуацию в отношении кстати, если нужно, нашего общения. Вернемся к этому вопросу. В отношении того, как мы закончили разговор в администрации, я через месяц был вынужден обратиться уже в публичной плоскости к президенту Зеленскому о том, что у меня было официальное обращение, оно есть в интернете, о том, что Крым откладывать нельзя. По крымскому направлению нужно работать. И я просил, как представитель президента, созвать совещание с моим участием. Какое время это было? Назови эту дату. Просто интересно. Вот середина 2019 года. Сейчас у нас, будем считать, 1,5 года. Да? Можно почти, сказать так. Да. Да. После этого обращения через несколько часов был назначен новый представитель президента. Они это что, не простили публичности, что ли? Да? Или так не принято, или уже знаешь, просто... Я выждал все временные промежутки, которые нужно было выждать в части. Дальше мое просто, наверное, я бы превратился в ручного, как они хотели видеть, там ручного человека, который будет, когда ему сказали говорить, он будет говорить и будет говорить то, что ему сказали. А не будет он работать в санкционном направлении, тогда у них вообще понимание. То есть ты почувствовал, что такой крымский татарин, у которого болит за Крым, и который хочет что-то мстить оккупантам по-любому, любыми способами, там, экономическими, политическими? Крымский татарин там нужен, потому что если кто-то спросит, а у вас есть крымские татары? Да, есть вот. Но не такой, наверное. С учетом, ты понимаешь, что там много. Скажи мне, пожалуйста, наверное, нехорошо говорить про преемников, но хорошо, не про Антона Кореневича и не про Тамилу Ташева, а просто по тому, как, на твой взгляд, работает команда. Она же больше, по-моему, стала даже, да, численно или так же осталась? Дело не в этом. Проблема. Да, дело не в количестве, на самом деле, а в качестве. Я хочу, чтобы ты оценил это вот так, знаешь, отстраненно, вот просто что они делают. Сейчас крымская платформа, вот стратегию тоже не участвовали, что-то есть на выходе и чего-то нет. Вот твое мнение. Я бы предметно поговорил про крымскую платформу и про саму стратегию деоккупации. Я не переходил бы сейчас бы на личность. Да, абсолютно не нужно, конечно. Да, я бы, если хочешь, мы начнем с крымской платформой. На самом деле, крымская платформа – это та
площадка, которая в обязательном порядке должна была Вообще быть. никакого спора нет. Да. Почему и раньше не было? Почему и не было в 15-16 году? Здесь вопрос, опять-таки, в том, что она преждевременная, наверное, хуже сработает, чем позже. Но все равно, на мой вот у меня взгляд. были вопросы к той власти, почему на международной арене тему Крыма вкладывают всегда в какие-то другие конвертики по чуть-чуть. Да, в Китай. Но вот отдельно тему Крыма, в отдельный кейс тогда им не пушировали. Ну, честно, это так же было. Тоже. Мы сейчас говорим о том, что вот у нас в августе будет крымская платформа. Да, чем мы ее наполним? Чем мы ее наполним? Нам наполнить нечем. Потому что за все это время, фактически, мы как страна, которая непосредственно потеряла часть территории, в крымском направлении, мы сейчас говорим про Крым, мы не сделали то, что мы должны были сделать. А именно, нет конкретных санкций по крымскому направлению. С учетом того, что мы имеем определенные серьезные рычаги давления, это по северу Крыма. Это завод «Титан», это оборонный содовый завод. А как мы можем? Подожди, давай подробно. Значит, Запад ввел сразу санкции. Плохие они, хорошие, сейчас не об этом, а о том, что они действуют. Да? Американская компания не может зайти в Крым, европейская по башке получает, Siemens огреб, компании штрафы платят довольно крупные. Да? Вот. Не все совершенно, там с самолетами проблемы, но берем, что все-таки что-то работает. А что у нас? Вот наша санкционная политика в отношении оккупированных территорий Крыма? Мы поставляем сырье для работы химических заводов на севере Крыма. Каким образом? Железной дорогой. Как? Там через железную дорогу. Житомирский комбинат, который собственник один и тот же, как и завода «Титан». А кто это? Фирташ. Да. Идет поставка железной дорогой до морского порта. Там, Какого? в Одесску. Дальше идет через море, декларировано на Турцию, а на самом деле нет. Перегружается на санкционный уже корабль, санкционное судно, нефтерудовоз 50 в частности. И дальше в Камыш-Бурунский порт и доставляется без проблем на территорию. Да, это усложнена схема, не так, как раньше они она дороже загоняли. по логистике, но Конечно, она существует. но она существует. Дело в том, что завод «Титан» не может работать на другом сырье, там уже были попытки завести другое сырье, но сама система работы, сам технологический цикл так заточен, что он заточен То есть, смотри, наше сырье. все как бы по закону, как такой шарик пинг-понга летит в Турцию, все законно, из Украины в Турцию. Да? И там этот шарик тонет, такой титановый. Турция не потребляет, Да, Турция не но нуждается. оттуда все 100% возвращается уже черным налом, таким к черным рынкам в Крым. Это да? как пример. Дальше у нас есть компании, которые представлены, как и национальные компании, так и международные, которые представлены на материковой Украине и работают на территории Крыма. То есть мы, как страна, можем ввести санкции определенные, тем более эти санкции вполне были бы логичны. Какие компании, назови? Большие компании. Метро, Ашан, французский, Метро немецкий. Они там работают в открытом. Почему нет? А почему? Что метро не работает с европейским товаром? Смотри, у нас сейчас Так далее, это только РНБО. Нет, я хочу, чтобы ты подробно рассказывал. Вот я просто хочу понять, как это действует. Я же не юрист, и ты все-таки бывший фактически министр транспорта Крыма. Ты знаешь, как это работает в на РК. Тогда какой-то год 11-й. Да? Вот. Вот есть магазины, которые имеют филиалы там. Они от Москвы имеют филиалы, я правильно понимаю? Совершенно верно. Но по большому счету какая разница? Это та же самая компания, верхушка, главное Давай на примере расскажу. Давай один пример. У нас есть компания европейская, которая представлена, опять-таки, головным офисом в Киеве и имеет свои представительства, свои магазины, свои торговых представителей в каждом городе Украины. В том числе раньше имели и в Крыму. Тогда, когда произошла оккупация Крыма, что сделали? Эта ячейка, которая относилась к Киеву, была переписана на московскую ячейку, такую же головную, естественно. Она отжала у них, что ли, предприятие? Не, они переписали. То есть, если сегодня киевскому офису задать вопрос, вы работаете в Крыму, они скажут нет. Но мы же все понимаем. Мы понимаем, что у нас четко есть информация, что магазины имеют европейский товар. Это не просто там какой-то там магнит заехал. Нет, это конкретный магазин точно с таким же ассортиментом, это как они и не в Украине. картошку с крымского хилого песка там продают где-то Конечно. степного. Далее. Мы же можем ввести санкции, мы можем уже вести диалог с головной компанией, которая находится в Европе, и говорить о том, что, господа, на нашей территории несанкционированно работает ваша структура. Либо трусы, либо крестик, як то кажуть. Вам сутки. Нет, мы закроем ваши магазины здесь, на территории Украины. Это можно законно сделать? было бы? Да. Это РНБО может принять Да. такое? А
по заводу «Иллюминит». Ничего не понятно. Насколько я... Уголовное дело и останавливать. Там даже санкции не нужны. Смотри, я, может быть, ничего не понимаю в военном деле, но, по-моему, «Титан» входит в комплектующие для самолетов, в том числе военных российских. Это товар подвійного То призначения. есть он подсанкционный, в принципе. Он в мире является стратегическим товаром. Да. То есть получается, что Житомирский завод, я просто хочу, чтобы это слышали люди, которые, может быть, и будут смотреть эту программу, потому что темы и будут интересоваться. Есть не все, как говорится, поверхностно судят, некоторые хотят в суть вникнуть. То есть, значит, украинское предприятие через Турцию возвращает в Крым, значит, сырье для разработки военных изделий, которые могут быть и наверняка используются, в том числе российской армии оккупационной в Крыму и где бы то ни было в Сирии и так далее, и так далее. Классная история. Эта история просто для крымской платформы феерична. Это просто можно закрыть вот так, да? Без проблем можно закрыть. Надо закрывать? Просто-напросто в соответствии с законодательством товары двойного назначения должны быть под контролем и должны быть согласованы. Кто конечный потребитель, да. А в Турции нет потребителя. В Турции нет потребителя такого. И более того, то судно, которое санкционное доставляет, заходит в порты, либо на рейде разгружает иллюминитовую руду, они декларируют, к примеру, порт Самсун, Новороссийск. То есть они тоже не декларируют Крым, чтобы Турция не предъявила никакие претензии. Но мы-то все это видим в онлайн-режиме. Сегодня нет проблем. Вообще, да. Даже если они будут свое оборудование выключать свое будут на судне, мы тоже это увидим, что оно выключено именно в этом квадрате. Смотри, то есть по идее, хоть завтра, это не ДБР занимается, это кто занимается? Это чья подотчетность? Служба безпеки. Служба безпеки. Ну, например, служба безпеки прекращает это. Ну, то есть это, наверное, обязательно должно быть сделано на крымской платформе, потому что вообще странно, о чем Знаешь, тогда по какой разговаривать? статье это можно сделать? Да. По статье «Экоцид». Потому что в 2018 году, если ты помнишь, там были выбросы, когда они стрельнули в кислотонакопичивач, тогда думали, что мы воду подадим им туда. И тогда была ситуация критическая. И на севере Крыма. Стреляли, да? Это по информации Минобороны тогда. Это когда у нас отравлено было? Когда у нас в Херсонской области были проблемы, помнишь? То есть возбуждено дело, экоцид. Это последствия СБУ. В рамках даже уголовного дела можно было давно это закрыть. Но уж точно это создание сделать СНБО, поскольку мы видели, вообще какие решения, вот такие Данилов принимает, но глава не принимает, Данилов оглашает, и все. И прям в минуту прекращает работать банковские карты, все. А здесь целая схема. Это пример. Конечно, прекрасно. Дальше по компаниям, это не только сейчас мы просто метро сейчас озвучили, на самом деле там... То есть, в принципе, государство может предупредить и опечатать двери просто. Государство может дать срок здесь, на территории. Им выгоднее, они же все коммерсанты. Они смотрят, какое количество магазинов на материковой Украине. Ну, поверь, очень много. Да, они не будут разменивать один. Они не будут разменивать, надо его закрыть. Слушай, а почему они, гады, так себя ведут? Смотри, даже Сбербанк путинский, даже Альфа-банки, вот эти все вот это... Не зашли. Не зашли. А почему эти гады заходят? Вот что? А это наше попустительство. Ну, слушай, Путин не дает своим заходить, боится, да? Вот что там начнутся санкции такие автоматические, американские. А эти не боятся ничего. Идут в Крым с своими торговыми марками. Но, опять-таки, они тоже нашли определенные схемы, которыми пользуются. Поэтому тут и уголовное производство бессильно. Не так эффективно, я бы сказал. А поэтому здесь должны работать санкции. И эти санкции нужно, наверное, согласовывать с теми странами. Их придется в рамках крымской платформы согласовывать. Нет. Допустим, Метро чья компания? Германия. Ну, вот, отлично. Вот Германия, вы же санкции ввели. Крым оккупирован, да? Ну вот мы, и вы давайте тогда санкции вводите. А как? Дело в том, что мы даже спрашивать ни у кого не должны в данном случае. Ну, в принципе, да. Мы должны сделать, а потом разговаривать. Да, а потом просить, послушайте, вот это же не сама Германия, это частная компания, которая ищет там, где... но они живут по законам Федеративной Республики, извините, и по законам экономики тоже. Ну все, они зарабатывают деньги. Есть возможность, они там зарабатывают. Будет невыгодно им, если они под риск поставят то количество магазинов, которое на материковой части Украины, они, естественно, закроют. Пусть это даже московская будет филия или филия с Африки, разницы нет. Ее нужно закрыть.
И пусть они даже захватят этот магазин, там будут судебные инстанции, там будет возмещение, там же очень все четко. Они просто не хотят с этим связываться, когда он каждый день денег приносит. Так, еще какие меры, которые нужно было бы предпринять и предпринимаются? Это не только по торговым, это еще и по объектам промышленности. Там достаточно много, большой такой перечень, где мы можем сделать, не обращаясь То есть никому. ни Европа, ни Америка Никому сами. не надо обращаться. Ну скажи хоть что, чтобы люди Понимаешь, будут знать, понимать. Если касаться севера Крыма, там эти предприятия химической промышленности, они все градообразующие. Там есть люди, которые работают на этих заводах, и есть люди, которые обслуживают тех людей, которые работают на этих заводах. Других там нет. И военные российские, которые незаконно там находятся. В соответствии с международными нормами именно оккупант несет ответственность за всю территорию. Не надо ему помогать, нужно закрыть. Если мы тогда остановили своими силами, остановили Кутаранскую дамбу, а это тоже сырье для бромного и содового завода, и реально, ну там же западный Севаш, куда скидывается со среднего Севаша это сырье, они уже его оттуда подкачивают, понимаешь? На сегодняшний день оно бы закончилось, оно тоже периодически включается, потому что там уровень такой, который позволяет им брать. Если там 40 и меньше сантиметров, насосы на территории временно оккупированного Крыма не могут поднять эту ропу. А это сырье. Другого сырья нет для этих двух заводов, понимаешь? То есть я так понимаю, что эти насосы, которые мы тогда остановили, периодически как-то включаются. Потому что либо они нашли, либо они искусственную дамбу. Или кто-то звонит по телефону и говорит, давай сейчас ночью там немножко подсосем. Слушай, тогда электроэнергия заходила с Крыма. Да, я видел, как это ты показывал, по-моему, мы снимали репортаж, такой идет кабель в трансформаторную будку. Там трансформатор. Да. Хорошо еще они не на компьютерах управляли украинскими предприятиями вот так дистанционно. То есть здесь нужно разобраться, что за ситуация там. Почему в западном Севаше уровень, позволяющий им качать. Либо они разрушили вот эту вот искусственную дамбу со своей стороны, что со среднего Севаша позволяет переток, либо включается насос. Потому что по моей информации периодически насос включался. Ну это уже точно для СБУ. Это вот север Крыма. А дальше потом, если мы все, что... Я не говорю, что если мы это сделаем, и Крым вернется. Нет, но мы очень серьезно утяжелим Крым для русских оккупантов. Далее можно садиться за Крымскую платформу. И вот сказать, что, уважаемые господа партнеры международные, со своей стороны мы со своей стороны все сделали. У нас нет больше рычагов. Помогите. Потому что если вы не поможете, эта вакханалия будет продолжена. Это Приднестровье, Грузия, Украина. Завтра, может быть, Европа дальше. Нет, будет продолжено. Польша Смотри, или еще какая-то Запад страна. говорит про милитаризацию Крыма. Есть угроза даже вторжения из Крыма, да? Безусловно. Мы в конце обсудим ее тоже. Но как бы санкции помогут сделать так, чтобы русские туда больше людей не привозили, потому что, негде работать, негде будет там этим приезжим, там, не знаю, даже воду брать и так далее. К чему я веду? Ты слышал странную историю? Когда министр по делам оккупированных территорий сначала сказал, что мы всем русским разрешаем тут остаться, даже в эфире тут я говорю, а нам как? Вот Крым-Ленд, сколько нас там, 1,5% останется после деоккупации? И вообще странно, я не слышу, что в истории мировой министр в страну, у которой оккупирована территория, предлагал оккупантам приезжать и оставаться. Я такого не видел никогда. Потом было сказано, что ровно все незаконно прибывшие будут выдворены. Потом я читаю, кто-то, как нас пишут, у Зеленского, такая странная журналистская формулировка, я никогда не понимал ее. Но я даже не выяснял, что все-таки русские пусть остаются. Вот приедут, и все пусть остаются. А мы там, крымские татары, будем 1,5%, там будем где-то бегать под ногами великих таких братьев славян красивых, с которыми мы, конечно, потом помиримся. Это вот такие я додумываю, да? Вот как бы это так предлагают, приходить в мой дом, в моем доме оставаться. Не я предлагаю ему ночевать и жить в моем доме, а кто-то другой, то я так понимаю, что меня не считают за субъекта вообще этой истории всей. То есть, а вы там вот посидите где-то, там, господи, сколько там вас тогда будет, да? Это даже вообще не в этом вопрос. Да, вот в чем юридический вопрос? Вот тут с юридической точки зрения объясни, как это понимать. С юридической точки зрения, все те, которые заехали в Крым через закрытые пункты пропуска, это аэропорт Симферополь и порт Кавказ, через который, где так званый мост, они все должны быть выдворены, потому что это четко прописано в законах Украины, в действующих, не надо ничего менять. Речь не идет После даже такого о преступлении. заявления
Речь не идет даже о Не-не-не, преступлении, я просто сейчас пребывание. 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 Вот человека, который ничего противозаконного не сделал. Я имею в виду, кроме как и нарушил границу. Это тоже противозаконно. То есть он нарушил, прибыл. Он же знал, что это территория Украины. И что Россия временный оккупант там. Он, несмотря на это, прибыл туда и там живет. Поэтому те действия, те высказывания вице-премьера, которые ты сказал, я, естественно, на них отреагировал тоже, потому что это все способствует незаконному заселению Крыма. Если они это услышали, они, естественно, сказали: слушай, нас Украина уже признала, Да. поехали. Мы-то боялись, Что нам в Сибири мы-то боялись дом покупать, Поехали. думали, что нас Да. выгонят, а оказывается... Нам еще предлагают гражданство получить, но он потом поменял свое мнение. Это, конечно, это... Нет, это плюс, что поменял. Тут вопросов нет. Но опять нашелся кто-то, что Ну, слушай, сказал... а если завтра он опять поменяет? Ну, так вот такое. Ну, это то же самое, когда... Нет, вот опять. Вот где цельная... Я же всегда проверяю на юристах, как говорится, да? Я рассказал об этом главе Конституционного суда Литвы Данису Жалимасу. Но это человек, суд которого, представитель, где он председатель, Литовский суд, первым признал неконституционной аннексию Крыма. Даже неконституционной с точки зрения русского Попытку законодательства. аннексии. Да, попытка. Все. То есть они первые, да никто еще тут все молчали. Они уже все проштамповали, литовцы. Они первый акт поставили. И он такой говорит, он говорит: я вообще такого никогда не слышал. Вообще-то бремя несет оккупант. И вот эти предложения услуг оккупантам, индульгенции, прощения оккупантам, литовцы не понимают, о чем идет речь. Любой нормальный гражданин не будет это Литовец понимать. не понимает, в чем проблема государственных субсидий канала ОТР. И невозможно это объяснить. Они говорят: ну как, ведь государству это нужно? Спрашивают они и смотрят на меня. Я говорю: ну да. Знаешь, это признаки государственности, я бы сказал так. Это даже не обсуждается. Это стратегически важно. Типа, будем ли мы там помогать армии, например? Да. Или пусть сама гуляет где-то там. Или знаешь, вообще нам армия не нужна. А что, зачем нам армия? Знаешь, я недавно с одним умным человеком разговаривал, и мы обсуждали, что за политическая система сейчас в Украине. Ну, конечно, это не претендует на обобщение, но я такой выдвинул гипотезу, сказал: ну это вот что похоже на махновщину, только Махно нет. И он сказал: ну да, что-то такое. Потому что у нас министры, ты видел, как сегодня называют друг друга министры? Один назвал друг козявкой, другой там какой-то выскочкой. Слушай, детский сад. Ну, это детский сад на фоне 150 тысяч русских с оружием. Это детский сад на фоне ковида, который вообще не остановлен просто. Израиль открыл границы, ты знаешь, да? Да. Все, они без масок ходят, открыли границы. Но мы тоже вакцинируемся сами. Друг друга заражаем. Ну, и в принципе, кто-то да. выжил, кто-то нет. Ну да. Так и Но, живем. правда, это уже совсем не смешно, потому что по 600 человек в день умирает. И там уж за некоторыми чиновниками там большое кладбище. Вот. Но про что хотел сказать. Еще какие политические вещи мы должны бы, по твоему мнению, сделать до Крымской платформы, чтобы прийти, чтобы Владимир Зеленский пришел на Крымскую платформу с гордо поднятой головой? Но здесь еще существует это то, что я сказал в санкционном направлении. Тут еще нормативно-правовая база. В соответствии с международным нормам, то, что они игнорируют крымско-татарский народ как коренной народ, это не только не учитывает права коренного народа, это еще и тормозит деоккупацию Крыма. Почему? Потому что этот инструмент, именно инструмент на самоопределение коренного народа, можно было бы использовать как должен. Но он прописан во всех международно-правовых актах, резолюциях. А мы его не трогаем, типа Не вот трогаем, так, да, не да. задействуем. Вот почему. Ну, потому, наверное, что Мустафе Джемилеву предлагали выйти из партии Порошенко. Я даже обсуждать это не хочу. Это настолько нецивилизованно. Это вообще неудобно, стыдно. Просто покраснеть, залезть под стол просто. Ну, слушай, помнишь, поменяли они в том же, возвращаясь к тому же представительству, они прислали в представительство новый вид сайта и новый вид, как они будут выглядеть в социальных сетях представительства президента. И уже было без тамги. Это принципиально. Без крымско-татарской символики. Да, я ее туда поставил, когда я пришел. То есть, когда пришли... Мы сейчас говорим о коренном народе. как интересно. Это наш орган. Да? Мы же не говорим о том, что он должен быть вообще повсеместно по всей территории Украины. Нет, но это же представительство. Там крымские татары страдают. Слушай, у нас... за материкон, за Украину. У нас флаг, давай так четко обозначим. Флаг Крымлы висит на здании МИДа. У здания МИДа рядом с государственным флагом. Да. Висит рядом. Там еще флаг армии, еще какой-то флаг, я не помню, просто боюсь соврать. Европейского Союза. Европейского Союза, да. Этот флаг висит в представительстве в ПАСЕ.
Его вывешивал, между прочим, Дмитро Кулеба лично с Джемилевым, Мустафой Агавом. Они поднимали этот флаг в Страсбурге. Вот сейчас там опять это все происходит, не хочу даже обсуждать, просто позорище Европы. И фигак, вы слушаете «Маяк», приходит новое руководство, и они вообще убирают символику крымстатарскую? Да, убрали. Совсем. Далее, смотри, назначают зама. Я занимал должность первого заместителя. То есть, фактически, я Это кто-то постоянно... тоже дал указания, извините. Послушай, важный Кто-то момент. дал указания. Важный момент. Первый заместитель, он же исполняет обязанности в случае отсутствия, командировки и так далее. Назначили не первым замом представительницу крымско-татарского народа, а назначили просто замом. Ну, это уровень главспециалиста, она не видит ни распоряжения, не подписывает никогда вообще. Это большая разница, первый Большая или не разница. первый? Я Первый думал, зам просто... это исполняющий обязанности на случай я отсутствия. не То есть там есть все подписи, есть возможность, есть печать. Подожди, а что, сейчас он распоряжение сейчас подписывать. незаменимое первое лицо? То есть ему Нет, у него обязанности есть у него- первый зам. Только другой, есть первый не зам. крымский. Я не знаю. Да. Ну, чтобы случайно, опять-таки, крымский татарин не стал исполняющим обязанности представителя президента. Это Мало ли это что. заборонено. Первым лицам нельзя быть. Вдруг понесет в офис президента какие-нибудь ненужные инициативы, там будет что-то радикальничать. Возьми пытаться историю санкции представительства президента. Их там было больше 20. Ни одного крымского татарина, только я был исполняющий, больше никого. Такое ощущение, как будто крымские татары там не коренной народ, ну хоть бы случайно. Такое Один раз впечатление, там был что, знаешь, крымский татарин. совещание проходит, я даже не буду говорить, где там проходит, я не знаю, где такие совещания проходят, даже догадываться не хочу. Вот такие сидят люди, думают, так, что бы еще хорошего сделать для оккупанта? Значит, так что записываем. Мы что предложили тут? Значит, остаются после оккупации АТР в Крыму. закрыть. АТР закрываем, все, 2 пункта, второй записали, значит. Что еще, что раздражает еще наших партнеров? Ну вот, за перешейком. Крымских татар, чтобы не было. надо ручных взять, надо. Ну, там надо так, чтобы отодвинуть, чтобы никаких решений, чтобы никаких лишних слов не было. Да? Случайно. Всяких там изетовых Гдановых. Кто такой? Блокада Крыма. Вычеркнули. До свидания. Следующий, заходите. Это просто феерия. Вот если вот эту даже историю просто Ты видишь, как Богдан сказал в интервью? убрать Вышел. там ГУС сайта, даже не социальных благ, Вообще соцсети, соцсетей, да, тоже? Это такой, извините, я не хочу это слово употреблять. Мой народ этого точно не достоин. Богдан, бывший глава администрации, который был в 2019 году, когда он сказал, мы, говорит, кадровый состав отбирали, он Гордону, по-моему, интервью давал. Когда уже он, так сказать, вышел с порванным баяном оттуда, да? Да, он уже сказал, что либо мы откровенных, как он сказал, идиотов набирали, либо пророссийских. Ну, это его слова, ну, похоже это. Кадровый потенциал такой, наверное, формировали. Это теперь эти кадры салютами тут стреляют, да? Ну, очевидно. В карантине. Периодически предлагают то воду продать, то просто пустить ее, потому что там Знаешь, наши люди. вот по рассказам наших чиновников, я так понял, что воду они дать готовы. Они путаются Конечно, только готовы. в таре, путаются в упаковках. Один говорит в бутылках, другой говорит в канистрах, третий говорит в цистернах. Но это оригинально, конечно. И стоит такой русский танкист, такой, закурил, такой, знаешь, бояры треснул. Не, бояру нет, они хорошо получают. Там бояру этот вот местный крестьянин, который ему будет воду носить. Он такой стоит, значит, помой ко мне бампер танка. И тот такой этой водой, а на воде написано, там, сказать, гуманитарная помощь правительству Украины. И он так раз, и фотографию маме там в Мухосранск отсылает. Я вот тут, нам украинцы еще воду привезли. Да. Откуда эта мысль помогать оккупантам? Откуда эта мысль не учитывать крымских татар? Кто эти люди? С каких они небес спустились? Я вообще не знаю. Где они жили все эти годы? К стратегии давай вернемся. Ты думаешь? 12 минут, даже 10. Ну давай, ну коротко. Да. Коротко скажу, что проанализировав этот документ, я его достаточно быстро проанализировал, потому что он, как ты сказал, небольшой. Он носит сугубо декларативный характер. Не учитываются вообще позиции, права и позиции не только для крымских татар, а позиция для всей Украины в части деоккупации. А там упомянуты, коренной народ упомянут там? Есть упоминания, но опять-таки это все декларатив. А с такой стратегией мы Крым не освободим. Мы очень радовались, когда появился документ, который принял тот орган, который действительно должен этот документ принять, но мы на сегодняшний день видим только название. Его нужно дополнять, не то что дополнять, его нужно писать. Это, по сути, ты сказал слово «декларация», да? Да. На это можно что-то нанизывать, и даже Данилов сказал, просто я слышал, как он сказал, что мы будем дорабатывать. Есть шанс, что будет доработано? Ну, смотри, часть из этой стратегии, это мне очень напоминает отчет ОБСЕ о ситуации в Крыму и сборник всех тех
тезисов, которые у нас собрались за эти 7 Слушай, но лет. стратегия — это же не только констатационная часть, не только Совершенно описание того, что есть, даже не столько. Описано уже во многих документах, что есть. Это дорожная карта в будущее? Это путь с Ну, а конкретной датой. должен а дата быть. есть там? Нет. С конкретной датой. Активной фазой реализации. Получится эта стратегия, либо не получится, но она должна быть. Она должна быть с конкретными шагами, а не просто написать декларатив, что Крым — это Украина. Если опять на крымской платформе соберутся все и скажут «Крым — Украина», и те ответят «да, Крым — Украина», мы от этого Это Крым не мне освободим. напоминает, знаешь, это я ни о чем. как-то в юности, я был молодым журналистом, у коллеги Валеры, дочь попала в секту кришнаитов. И мы пошли ее оттуда вытаскивать. Ей было 15 лет. И он избрал очень хороший способ. Он говорит, давай пойдем, я похожу, сможешь со мной походи там. И я понял, вот на что похоже вот это про Крымскую Украину. Это же Хари Кришна, отвечает Хари Рама, Хари Кришна, Хари Рама. И так повторяют. И почему же не понимаем смысла этих слов со стороны даже? Потому что они настолько уже набили оскомину, что они настолько не наполнены смыслом, настолько выхолощены, что они меня, вот честно, раздражали даже еще года 2-3 назад, когда я видел эти плакаты. То есть, знаете, давайте вместо всего, вместо вот поддержки Хрымлы, там этого, того, 10-го, 5-го, повесим плакат. И пусть висит. А пусть Путин испугается и Крым нам вернет. Ну как можно... Имитация процесса. Это просто, знаешь, это просто, ну, бывает, что форма не соответствует содержанию. Но когда форма вот такая, ты как открываешь, знаешь, такую коробку, такую метр на метр, как в стиральной машине, а там лежит грецкий орех вот там внизу, да? Вот что-то такое. Там не знаю, лежит ли там орех еще, если честно. Но коробка красивая. Видел, когда Владимир Александрович подписал эту стратегию, ой, как они друг друга все хвалили и поздравляли. Такое впечатление, я думал, ну все. Вот я реально думал, блин, я тут встал и стою, думаю, но все-таки, наверное, томов 5 написали, и это все вот красиво будет все передано западным партнерам, все. Когда я увидел 17 листов машинописного текста, я понял, что мои опасения относительно формы и содержания будут не напрасны. Я хочу подчеркнуть, там нет закрытой части вообще. А все говорили, что есть. Нет. Ну, только одно. Я могу по-серьезному обратиться только к господину Данилову, который у меня вызывает такие чувства, как серьезный человек. Но я надеюсь, что все будет доработано. Ну, и с другой стороны, я понимаю, что, наверное, не в нем одном дело. И мы, видя, как от нас относится глава офиса президента, вот как он работает с крымскими татарами, как их исключает из процессов, как показывают эту стратегию на выходе уже. Кому Джемилеву вы показываете на выходе эту стратегию? Вы решили кого? Или Чубарова, вы решили их наказать, что ли? Вот мы вас сюда не пустим, что ли? Да без нашего народа, без его представителей, это не действительно все. Вот оно реально не теряет легитимность. Это действительно декларация. Причем декларация такая, ну, по большому счету, ни о чем. Это было мое личное мнение, я прошу прощения за него. Что-то я заговорился. Что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, что стратегия будет написана, не знаю, этим ли составом, либо другим, скорее всего, другим уже, и будет реализация. И я четко понимаю, какая должна быть стратегия. Много очень наработок, и на самом деле у нас серьезно есть рычаги давления, и за определенный период времени можно прийти к активной фазе. И наши вот эти поэтапные шаги с нашей стороны, как собственника территории, они все понудят, в хорошем смысле этого слова, наших международных партнеров тоже к нормальным действия, к решительным действиям. Слушай, пока ты сам не начнешь играть, никакие ребята во двор не выйдут. Конечно. В футбол с тобой Почему играть. они должны страдать экономически за Украину, когда сама Украина торгует или имитирует процесс? То есть нам надо сделать так, чтобы к крымской платформе у западных партнеров было как можно меньше сущностных вопросов к нам. Ну, например, а почему это не сделано? А почему вот так? А зачем вы торгуете с Крымом такими окольными путями? А где у вас... что вы сами сделали? Да, что вы сделали? А где у вас крымстарское телевидение? А где у вас вот это? А вот оно упомянуто здесь. А вот резолюция ЕС. А вот это. Встает такая Германия, Франция, Литва, Польша. Говорит, извините, ребят, вы даже минимальные... Вот у нас статья про Крым, про Крымлы, это 60-я статья. Вот столько текста. Вы даже это не выполнили. Ну о чем? Вы пишете нам стратегию возрождения крымстарской мовы, единственный детский телеканал готовится к закрытию из-за долгов по спутнику. Но это совсем вот форма с содержанием, уже этот орех гипотетически вообще в другой углу комнаты от этой упаковки красивой валяется.
Самая проблема большая в том, что наши международные партнеры все это четко отслеживают. Если вот эту стратегию какая-то часть населения Украины воспримет как какую-то победу или достижение, то европейцы это не отметят как достижение. думаешь? Они скажут, что это достижение. Только скажут. Ну, На между самом собой деле, все поймут. Конечно. Но у нас, Всё знаешь, четко вот это понимают. опять какая-то византична. Вот это, знаешь, из соцсетей, я некоторых людей знаю, мне неудобно, они вроде неплохие люди. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Да, вот по кругу, Это вот по кругу. просто по кругу. Толку никакого на выходе. Ну, может, не знаю. Самое основное, что сейчас, наверное, волнует всех, и у нас остается 3 минуты, это возможный бросок, ну, давай дальше не будем, возможный бросок Путина за водой. Возможен ли он, я не с военной точки зрения говорю сейчас даже, хотя и с военной может тоже оценить, как это может выглядеть физически, какие направления нам надо укреплять. Вот мы знаем, дроны там запускают над Каланчаком, где вот этот канал идет, чтобы по кратчайшему пути, может быть, они десант планируют, или что вообще? Ну, знаешь, планы у оккупанта были еще в 2014 году зайти. Они просто не отдавали себе отчет, что без воды они не смогут. Они все-таки думали, что там с под земли они будут качать, и там бездонная бочка. На самом деле они уже поняли, что ее никак не решить, и опреснением тоже. Это действительно проблема, с которой они не выберутся. Они позавозили людей туда около 1 миллиона. Там военный контингент большой, незаконный, который там находится. Они все очень серьезные потребители воды. Пьют, особенно В том числе по и утрам. промышленность. Не только пьют. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что они действительно думают, как это решить. И те попытки тоже неспроста нынешнего руководства страны, которые были ранее в отношении подачи воды, они пробовали, измеряли среднюю температуру по больнице, как отреагирует общество вообще на такую попытку, на гуманитарный характер, на экономический характер. Тогда были серьезные заявления. Мы будем продавать, Да. потом были, мы будем спасать нагнать, наших это наши людей, люди. там, Красный Это- Крест Да, и проблема, так далее. необратимые процессы и так далее. Все поняли, в том числе и оккупант, что гражданское общество в Украине не даст возможности кому бы ни было подать воду до освобождения Крыма. Это четкая позиция. Теперь в отношении... Не, Зеленский до речи озвучил четко, е раз 5, наверное. Теперь в отношении вторжения. Если они на это пойдут, ну, я думаю, что на этом все их выбрики закончатся, потому что это не та армия, которая была в 2014 году. Все четко, если раньше еще говорили, это братский народ, там, ну, многие не верили, пока не потеряли близких, знакомых, своих родных, близких людей. Сейчас все отчетливо понимают, кто такой русский оккупант. И здесь будет очень серьезное сопротивление. Помимо того, что есть международная поддержка, и в том числе будет техническая поддержка, я уверен в этом. Еще и будет сопротивление людей. И если они пойдут, я думаю, что это в скором времени и закончится. Под вопрос, Плачевно для оккупанта. и он последний, наверное, вопрос в этой программе. Один неглупый человек, знающий Харымлы и вообще всю эту проблему, написал мне и сказал, ну, имя просил не разглашать свое, а нужно ли нам просматривать такой вариант, да, как, например, минирование дамбы на Каховском водохранилище или направление на эту дамбу ракет, что если все-таки они сунутся, чтобы можно было поэтапно, разрушив эту дамбу, не сразу всю, да, с какой-то определенной скоростью спустить эту воду, чтобы она не вызвала затопление вокруг, но и не дало возможности, даже в случае захвата водохранилища, им сразу восстановить подачу воды, то есть уровень упадет просто ниже горла канала. Дело в том, что Северо-Крымский канал, ты знаешь, он искусственный. И управленческая, можно сказать, точка – это Каховка Херсонской области. То есть они туда будут стремиться, Ну да. если пойдут. Что касается вот тех вот моментов, которые ты озвучил, я не готов их комментировать. Это просто человек предложил так, и он говорит, я вот так Я думаю, не думаю, что это имеет право на жизнь, такие теории, потому что именно в Каховке там не регулируется. Если мы можем регулировать по Северо-Крымскому, как искусственное сооружение, построенное вручную, то там несколько иная ситуация. Я сейчас не готов. Ну а что ж, как нам надо готовиться к гипотетическому... Гипотетически нужно сейчас активную работу проводить в районах, которые непосредственно с Крымом граничат. Там была проблемная ситуация, потому что активничают с той стороны оккупанты, ФСБ. Ну, агентурой там пронизано нормально. Очень серьезная работа. Здесь со стороны именно Службы безопасности Украины должна быть усиленная работа по этим районам, потому что они могут зайти и очень легко, если мы также будем попустительски относиться на сегодняшний день, как сейчас это происходит в районах. Вы видели, что совсем недавно заявил мэр Херсона, что воду нужно продавать в Крым.
Ну, это мэр Херсона заявил, новоизбранный. Херсон, я хочу сказать, что он более такой патриотический, нежели районы, которые с Крымом граничат. Поэтому там нужно проводить работу именно с управленческим составом. Там УПЖЗ позанимало места, местные депутаты, там практически все УПЖЗ. Это уже о чем-то говорит. Спасибо, что пришел. Изет Гданов, бывший первый зам руководителя, зам постоянного представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым. Мне, кстати, тяжело даются должности с детства. Вот. Ну, что хочу сказать. Это мы не про то сейчас разговаривать с Изетом, чтобы кого-то там каким-то образом во что-то ткнуть. Вот вообще меньше всего нам это надо. И больше всего мне нужно, чтобы работа по освобождению Крыма была сущностная, не была показной. Это слишком заметно просто. Ну, это слишком заметно, да. И, наверное, не только я, не только Изет, но и действительно люди на Западе, которых привыкли к серьезным разговорам, никто не будет разговаривать просто так. Там надо приходить с полным портфелем выученных уроков. Да, я надеюсь, что эта работа будет продолжена, хотя, учитывая нынешнюю ситуацию с АТР, вообще позорище на весь мир, я уже ни в чем не уверен. Мы продолжаем наш телемарафон с АТР «Голос Крыма» мая будет в эфире. Спасибо всем, кто поддерживает нас любым способом. И отдельное спасибо тем, кто подписался на постоянную поддержку канала АТР на сайте Patreon. Это очень благое и правильное дело. Вы помогаете нам сейчас выжить и победить в итоге. Спасибо.